Очень много в СМИ говорят об урезании полномочий Гагаузии, о защите русского языка, о фиксированном налоге и о других проблемах, существующих в автономии. В ходе передачи «Дискуссия» мы поговорим с лидером общественной организации «Новая Гагаузия» Николаем Дудоглу о том, как все это отражается на жителях региона. Здравствуйте, Николай Харлампович, добро пожаловать к нам на передачу. Здравствуйте. Николай Харлампович, гагаузская автономия создавалась в 90-е годы для того, чтобы улучшить качество жизни наших людей. Да? И все в это, конечно же, верили. Вот что происходит сегодня? Я знаю, что вы очень часто ездите по селам, организуете встречи, говорите с людьми. Вот как вы считаете, как живут наши люди сейчас, вот в наше время в населенных пунктах? Действительно, я сейчас каждый день выезжаю в населенные пункты Гагаузии, имеем максимальное количество встреч, говорим с людьми и очень хорошо понимаем, что сегодня хочет Гагаузия. Больше и больше люди говорят о том, вспоминая, что ведь в 90-е годы Гагаузия была Гагаузская республика. Ведь первая, в принципе, заявила о государственности именно Гагаузия, потом Приднестровье, а потом уже Республика Молдова. Даже раньше, чем Молдова. Да, и, в принципе, Гагаузия пошла на компромиссы и согласилась иметь автономию, был принят закон о особом правовом статусе. И скажу, что в тот момент, об этом вот все и говорят, что у нас не было каких-либо партий, у нас была поддержка гагаузского народа, и у нас все получалось. Дальше, в принципе, Гагаузия понадеялась на политические партии. Гагаузия по законодательству не имеет партий своих. Ну вот мы положились на молдавские партии, и вот шаг за шагом, сначала коммунисты обещали все, и государственный русский язык, и федерализация, ничего не получилось. Затем демократы, которые хотели укрепить статус Гагаузии, внутри закона не прошли. Социалисты, которые обещали квоту 5 мандатов, но получили всего лишь 2 округа. И мы увидим, что сегодня фактически, если надеяться на партии, ничего не получается. Вот об этом люди и говорят, что пора объединять Гагаузию, всех политических партий, для того, чтобы мы защищали свои полномочия, для того, чтобы мы укрепляли Гагаузию, нужно перестать уже надеяться, что кто-то кроме нас этими вопросами будет заниматься. Поэтому вот мы сейчас выезжаем в села, и люди предлагают, говорят, ребят, ну уже договоритесь, определитесь, давайте совместно. Люди даже идеи предлагают. Конечно, что давайте вместе иногда будем делать какие-то протесты. Ведь в стране сейчас идут реформы. И эти реформы, которые, в принципе, международные организации и правительство, в принципе, говорит, что эта реформа очень положительная для страны. Потому что увеличивается бюджет, решается большой вопрос. Но при этом совсем не учитывается, что в стране есть автономия. Север, центр, юг, 3 центра. На Гагаузию объединили центр-юг, и сейчас многие деконцентрированные службы меняют юридические адреса, и фактически мы их теряем. Вот смотрите, в прошлом году мы потеряли налоговую службу. Но ведь никто даже не боролся за налоговую службу. Налоговая служба у нас является... В принципе, кто этим должен заниматься? Вот кто должен был как-то вот решать эти проблемы? Знаете, я последние месяцы, честно говоря, уже перестал кого-то упрекать или кого-то обвинять. Ну, конечно, в целом же, ведь у нас руководитель региона – это Башкан Гагаузии. Башкан Гагаузии является гарантом уложения. Естественно, что любые проблемы, которые есть, должны исходить от главы, для того, что дальше работал исполком, выходил в народное собрание, выходил депутатом парламента и всем дальше. Но мы пропустили эти вещи, потому что мы видим, что занялись наверняка немножко другим. Все занялись для того, чтобы привлечь больше грантов, больше денег в Гагаузии. И скажу, что денег сегодня в Гагаузии достаточно. Но при этом мы начали терять сильно усиленно полномочия. Да, вот мы часто слышим о том, что урезаются полномочия Гагаузии. Да? Я хотела просто, чтобы вы немножечко уточнили более детально, как это проявляется на жителях наших, на автономии, как сказывается. Ну вот мы потеряли таможню. Как это наблюдается? То есть люди, которые сегодня являются экспортерами и импортерами, они фактически свою работу проводят не в Гагаузии, а должны ехать в Кагу. Ведь Гагаузия – это часть Республики Молдова. Мы не отдельная часть, мы никогда не были сепаратистами, и никогда не стоял вопрос, что Гагаузия хочет отделиться от Молдовы. То есть это усложняет жизнь? Конечно, это усложняет. Но если Гагаузия сегодня не отдельная часть Республики Молдова, зачем с Гагаузии забирать таможню и переводить его в Кагу? Для того, чтобы наши люди ехали, целые проблемы, это все-таки переезды. Это но я скажу, здесь есть и, конечно, и бюджетные моменты. То есть некоторые налоги
уходят, которые оплачивались бы в Гагаузии, они оплачиваются в Кагуле. Мы даже в этом отношении теряем. Но, конечно, это большое неудобство для наших экономических. А как вот это объясняется? Почему в Кагуле? Это никак не объясняется. Знаете, вот это никак не объясняется. Я считаю, что это чисто политические моменты, где не дорабатывают Гагаузию. Гагаузия сегодня, даже не сегодня, а последние годы довольно-таки, вообще в Кишиневе считают, что Гагаузия сейчас очень слабая. Вы знаете, вот я, будучи в парламенте, изучил только одно, что сегодня очень хорошо понимают, что хотят наши партнеры из Кишинева, а чего не хотят. Они больше всего не хотят, чтобы мы объединялись, для того, чтобы объединенная Гагаузия защищала свои интересы. И а что не хотят? Хотят, чтобы мы здесь были раздробленными. Для того, чтобы мы ругались между собой. Так легче управлять. Конечно. Но в последние годы, я вам скажу, что вот мы говорим, кричим, теряем полномочия, теряем одно ведомство, другое. Но при этом идет внутренняя, очень большая внутренняя борьба в Гагаузии. И сегодня Гагаузия с руководством, которое есть, не обижая никого, но это руководство, которое воспринимается в Кишиневе, что оно какое-то наигранное. Больше фотографий, селфи, выезды, портреты, но нет такой мощной работы, объединительной, твердого, сильного лидера, с сильным характером, для того, чтобы могли вопросы ставить, если что, и действительно выходить к людям, сделать сходы граждан, потому что для того, чтобы защищать интересы, вот возьмите недавно Армению. Вот, в принципе, Саркисян, бывший президент, и при этом имел поддержку парламента, армии и всего. Народ вышел и, в принципе, добился того, что хотел. Премьер-министр назначил человека, который возглавлял протесты в стране. Поэтому я считаю, люди сегодня больше к этому, что нету доверия больше партии. Нет, что хорошие или плохие. Просто теряется доверие партиям, потому что они видят, что много обещаний во время выборов, а после выборов, в принципе, у нас все забирается, стирается, и Гагаузия скоро наверняка станет просто из автономии 3 района. Хорошо, а вот что вы конкретно можете предложить или предлагаете для того, чтобы улучшить ситуацию и вернуть вот эти полномочия? Каким образом это возможно? Я считаю, что это прежде всего номер 1. Это объединение всех политических сил. Я сказал, что мы не можем иметь свою партию в Гагаузии, но сегодня в Гагаузии есть очень много общественно-политических организаций. Это и организации, которые я возглавляю: Новая Гагаузия, Единая Гагаузия, За Гагаузию, Аркалык, Берлик. У нас больше 500. Да, Милей Санджисе. У нас есть именно организации, которые более направлены, более политическом направлении. Общественное объединение много, а вот есть у нас организации, которые занимаются внутренней политикой. И вот я считаю, что нам нужно всех их объединить. Объедините тех людей, которые участвовали при создании автономии Гагаузской республики, те люди, которые участвовали, были нашими башканами в Гагаузии, председателями народного собрания, в том числе и действующие башканы, председатели народного собрания, чтобы мы все объединились. Поэтому вот мы предложили такой проект, объединительный проект, который уже прошел в 2 чтениях. Как говорится, 2 раза мы уже делали круглые столы, обсуждали. И я, честно говорю, даже не могу поверить, что все организации, даже более радикальные, конструктивные, умеренные, все, мы пришли к единому мнению, что пока мы ругаемся между собой, пока мы не можем договориться, мы все теряем. И мы проголосовали, что создать организацию, которая объединила всех. Названий сегодня нет. То есть сегодня все это понимают? Все понимают. Я вам скажу, что мы обзванивали и наших башканов в Гагаузии, председателя Народного собрания. Пошел и Петр Михайлович уже участвовал на таком собрании. И что интересно, что все пришли к мнению, создавая такую организацию, что давайте не будем спешить, давайте сделаем так, чтобы при создании организации, чтобы участвовали все. И вот мы сделали сейчас паузу до августа месяца. 2 этапа у вас уже 2 этапа прошло. Дальше 3-й этап мы, договорились, что пройдет вторую неделю в августа. А вот сейчас, в июль, все лидеры организации объезжают населенные пункты и встречаются с людьми. Вот я в том числе... Учитывает мнение людей, да? Вот у меня вчера встреча была в Котовском, до этого был в Авдарме. Во всех населенных пунктах мы приезжаем и говорим с людьми. Мы рассказываем наш проект, спрашиваем людей, это надо или не надо, что это даст или что это не даст. Я вам скажу, что все, большие города, маленькие населенные, все до единого мнение у всех одно, что все должны объединяться. Пока я честно скажу, что мы не можем достучаться до башкана Гагаузии. То, что башкане участвуют, это одно, но они даже представителя не отправляют на наше собрание для того, чтобы даже знать мнение. А ведь собираются же политики региона. И, в принципе, наверняка руководителю региона должно быть интересно, а что предлагает политик. Хорошо, а в чем заключается такой игнор, да, насколько я понимаю? Я лично считаю, что очень большая боязнь потерять власть.
Ну, я из истории скажу, что ни у кого не получилось прийти к власти и отталкивая всех, и реально, чтобы Гагаузия пошла далеко вперед, и народ это поддержал. Ну, сегодня наш Башкан пытается удержаться на кресле, имея, как говорится, только свой исполком. Фактически мы же видим, что те сторонники, даже которые поддерживают Башкана, Формузал сегодня, как говорится, в стороне, потому что она его оттолкнула. Якубов в стороне, экономический советник Башкана Гагаузии, который вместе пришли к власти, может, даже привел к власти, в стороне. Нашу команду она никак не воспринимает. Мы тоже в стороне, и получается, что один Башкан своим исполкомом решает все вопросы. Да было бы здорово, если все бы не получалось. Но мы видим, что не получается. Но деконцентрированную службу меняют юридические адреса. Мы видим, что очень много проблем. Но эти проблемы невозможно решать одному. Поэтому только исполком. Конечно. Поэтому ни в коем случае, я вам скажу, что создавая, например, организацию объединения всех политических сил, не стоит вопрос, чтобы эта организация работала против Башкана. Наоборот, это организация, которая будет помогать руководству региона, защищать, что если в Кишиневе поднимаются вопросы и там не воспринимают, руководитель может смело прийти, собрать, как говорится, объединенную команду всех политиков и сказать, что ну вот не воспринимают нас в Кишиневе, что дальше делаем? А дальше делаем протесты. Сегодня забрали налогу, завтра забрали другие службы. Нужно было выйти на протесты, нужно было об этом поговорить с населением. А это дело пропустили. А народное собрание как? Я скажу, что вот сегодня нету вообще никаких контактов народного собрания и исполкома Гагаузии. Но мы стали свидетелями, по-моему, 9 или 10 раз со всех заседаний Башкан Гагаузии не приходит на заседание народного собрания. Как может Гагаузия развиваться, если Башкан не приходит на заседание народного собрания и отправляет заместителя? Почему она это делает, непонятно. То ли боится, то ли не хочет отчитываться, то ли что-то другое. Но не может сегодня существовать Гагаузия, если законодательные органы исполнительные не работают совместно. Хорошо. Вот Гагаузия всегда выступает за Россию, да, это не секрет, это все знают. Вот несколько дней назад праздновался День России. Где еще в Гагаузии, кроме Кангаза, мы знаем, что в Кангазе отмечали этот день, вот отмечался так широко этот праздник? Ну, я вам скажу, что День России очень здорово, что у нас в Гагаузии, наверное, нет ни одного человека, который бы не поддерживал Россию, не любил бы Россию. Потому что у нас у всех есть дети, внуки, братья, сестры, которые работают. Например, у меня лично дочка в Москве, и зять в Москве, и внучка в Москве. Конечно, мы любим Россию как своих детей, потому что они там живут, и спасибо Российской Федерации, что предоставили возможность, чтобы они там жили, они работали. В этот день мы, например, провели в Кангазе очень массовые мероприятия, День России. Были выступления, был концерт, в конце был продемонстрирован художественный фильм. В этот же день проводили концерты в Вулканеште, были, значит, уже Гагаузская академия. Но это все проводили сторонники Новой Гагаузии или еще? Нет, я скажу, что это и здорово, потому что Новая Гагаузия проводила свои мероприятия, другие организации проводили свои мероприятия. И очень здорово, что мы, когда у нас такие большие праздники, никто-то не берет на себя дело, что вот мы Россия, а вы не Россия. Нет, у нас в Гагаузии все любят Россию, поэтому здорово, что все лидеры проводили какие-то мероприятия и в Камрате, и в Вулканеште, и в других населенных пунктах. И это и здорово. Я вам скажу, что для того, чтобы мы укрепляли и защищали Гагаузию, мы четко должны понимать, что этим должны заниматься все. Если кто-то берет на себя, как говорится, становится именно тем человеком, что это только он, ну, подтянет на себя все дело, это получается, что он отталкивает других. Это не наш путь. Как люди восприняли этот праздник, как в Кангазе? И вот показ нового фильма, это новый фильм был? Да, «Танки» новый фильм. Да. Значит, я скажу, что это наверняка что-то было новое, потому что оно проводилось не в зале, оно проводилось на улице, проводилось силами местных артистов. Частенько у нас для того, чтобы привлечь население, для того, чтобы они вышли на праздник, приглашаются артисты с Российской Федерации, с Кишинева, ну, такие дорогостоящие, значит, артисты. А мы решили действительно этот праздник сделать местными силами. Своими местными силами именно с Кангаза. У вас тоже очень талантливые артисты. А я вам скажу, замечательно, всем очень понравилось. Какие замечательные дети, как они танцевали, как они пели. Здорово, просто здорово. Я вам скажу, что оказывается, что нам не надо даже никого искать. У нас и лучшие поэты, лучше танцуют. Вообще организация была такая, ну, супер, я скажу. Молодежь, значит, проводила, молодежная организация.
И ведущие были очень молодые ребята. Ну, я скажу, что получилось здорово. А тоже. показ фильма, это мы так отвыкли от этого, что-то такое. А я вам скажу, что вот на показ фильма я вот в конце посмотрел, даже не молодежь, а больше взрослые остались. Смотреть. Соскучились по да. фильмам. Потому что у нас же, видите, вот даже в Камрате кинотеатра нет. Вообще в Гагаузии, по-моему, в этом направлении вообще работа не ведется. Ну, вспомните нашу молодость, нашу юность, что действительно и взрослые, все приходили и смотрели хорошие фильмы. Сейчас, конечно, это редкость. Поэтому я считаю, что вот этот пример, который был в Кангазе, его нужно наверняка вводить и в других населенных пунктах. Потому что люди приходят, отдыхают, сегодня лето, работы очень много, но вечером можно выйти, отдохнуть, встретиться с друзьями. А как раз этот замечательный праздник День России, вот как раз и встретили вместе. А вот общественная организация «Новая Гагаузия» очень активно выступает с различными инициативами. И недавно мы были свидетелями, как был митинг организован этой организацией в Камрате, затем митинг в Кишиневе в защиту русского языка. Вот мне очень интересно, когда вы были перед зданием Высшей судебной палаты, кто еще к вам присоединился в Кишиневе защитить русский язык? Здесь понятно, что у нас в Гагаузии все говорят о том, что мы за русский язык. Вот кто поехал в Кишинев и кто защищал язык? Давайте начнем с Камрата. Ну, в принципе, либеральная партия обратилась в Конституционный суд изменением некоторых частей, нескольких законопроектов. И я скажу, он обращался еще полгода назад, и все как-то забыли. Вначале были разговоры, а потом забыли. Не восприняли это как-то всерьез? Ну, как-то тогда забылось, когда она будет ли. А вот мы в последний момент узнали 2 числа, что 4-го заседания Конституционного суда, и стоит вопрос для Гагаузии очень важный, сверхважный, что межнациональный русский язык могут заменить на румынский язык. И скажу, что тогда фактически за полдня мы быстренько обзвонили наши все организации населенных пунктов, мы обзвонили наших партнеров, потому что вот работа, которая прошла по объединению всех политических организаций, мы обзвонили их, что давайте мы совместно проведем митинг в защиту русского языка. Первый шаг организации, который, да, еще даже мы его не зарегистрировали, но вот совместно мы провели митинг. Потому что был и Добровля, был и Арабаджи, были, значит, представители, был и депутат парламента Дудник, был председатель Народного собрания, были представители Новой Гагаузии. То есть объединенно мы вышли, провели в Камрате митинг. Было более 1000 человек. И скажу, что на митинге было принято решение для того, чтобы достучаться, для того, чтобы дать сигнал, значит, судьям Конституционного суда, поехать в Кишинев. Что в этот момент быть рядышком, для того, чтобы они видели, что для нас этот вопрос, больной вопрос, действительно, жизненно важный вопрос. Да, жизненно важный. Поэтому, значит, было сначала решено, что поехать 500-600 человек, ну а потом из-за того, чтобы не было провокаций, мы решили, что давайте мы поедем 60-70 с 3 автобусами, пару машин, поедем, сделаем митинг возле Конституционного суда, чтобы нас услышали. А если все-таки Конституционный суд пойдет на то, что изменение, значит, Конституции в пользу либеральной партии, тогда, конечно, мы призовем сход граждан всей Гагаузии. Мы вытащим, значит, на площадь уже 50-100 тысяч человек, потому что это касается каждого жителя Гагаузии. И мы поехали, я вам скажу, что нас встретило 2 автобуса ОМОНовцев, подготовка была очень серьезная. То есть вас ждали там? Да, нас ждали, значит, встретили нас ОМОНовцы, дальше полиции было очень много. Не было? Ну, сейчас дальше расскажу, значит, и дальше прошли. Мы когда пришли к Конституционному суду, потому что много говорилось, что мы ждали Гимпу в Камрате с либеральной партии, они не пришли. Мы поехали в Кишинев, думали, что они придут, и мы там с ними будем говорить, и дай Бог, чтобы не было провокаций. Ну, когда пришли, не было никого. Мы пришли, только наши делегации, и в конце выяснилось, что полиции было много и ОМОНовцев для того, чтобы действительно, если будут провокации уже от жителей Кишинева, которые поддерживают Гимпу, что они придут с гагаузов провоцировать, ну а гагаузы горячие люди, горячие ребята, и возможно действительно какие-то последствия. Поэтому было очень много полицейских, которые не мешали проведению нашего митинга, они абсолютно были в стороне, спасибо им, не было со стороны их никакой провокации. Приехали наши депутаты Народного собрания, был Александр Ильич Тарновский, Виталий Васильевич Дорогой, Николай Раяс Дизгинджи, Михаил Манолов с Кангаза. И мы совместно провели там митинг. Ребята все выступали, рассказывали те проблемы, которые могут исходить из этого. Я выступил и сказал, что в принципе развал нашего государства, Молдовы, произошел в принципе из-за языка.
Ну, тогда, когда Молдова раскололась на две помним части, эти Приднестровье времена. и Молдова, Да, один из первых моментов, который говорился о русском языке. Сегодня, фактически, если суд примет другое решение, возможно, следующий повтор, потому что Гагаузия сегодня 90% не знает сегодня государственного языка, не то что румынского, молдавского, поэтому эта проблема может быть очень серьезна. Поэтому вот я скажу, что то, что мы были там, вся молдавская пресса была вся молдавская пресса, они снимали, брали интервью, вот женщина была вместе с нами, Акулина Кирякова, я скажу, она расплакалась, женщина более уже взрослая, и она расплакалась, говорит, у меня 7 внуков, и молдаване, да, русские, гагаузцы, цыгане, евреи, они собираются и говорят на русском языке между собой. А как они будут говорить? Как мы уберем русский язык? Ведь со временем, если мы уберем русский межнациональный, он уйдет, и никто не будет учить его больше, и люди уже перестанут говорить. Поэтому, естественно, что все вот эти вещи, я думаю, что все-таки хоть какой-то сигнал дали Конституционному суду, судьям Конституционного суда. Что то решение, которое было, конечно, это решение, которое нас не устроило в полном объеме, но в любом случае здесь, как говорится, не было изменений Конституции, что русский язык отменили. Да, нужно сейчас готовить законопроект. И скажу, что в этом вопросе я считаю, что должны участвовать не только гагаузы, но и все русскоязычные жители. И Бельцы, и Тараклей, и Севера Республики. Как вы думаете, объединятся русскоязычные в этом вопросе? Мы делаем все возможное, чтобы объединить. Мы очень есть какие-то сигналы? Есть сигналы. Мы созваниваемся по этому вопросу. И с депутатами парламента созваниваемся, многими русскоязычными. В этом вопросе единственное, мы очень побаиваемся, очень не хотели бы, чтобы кто-то стал один человек инициатором. Вот, например, вот вы задали вопрос, а кто там был. Я скажу, что там не было властей Гагаузии. Вот, и митинг провели, властей Гагаузии не было. Поехали в Кишинев, властей Гагаузии не было. В конечном итоге, когда было принято решение, Башкар Гагаузия вышла и сказала, что мы подготовим инициативу Народного собрания для того, чтобы предложить парламенту новый закон. Это вот где было сказано? Вот, это было заявлено Башкаром Гагаузии, СМИ Гагаузии. В соцсетях. Да. Я скажу, это самая большая опасность для этого закона, если сегодня кто-то один заявит, что вот я готовлю проект, я хочу изменить, значит, что приняли какой-то закон, и дальше этот человек будет ходить с флагом. Это неправильно. То, что касается и нас. Мы никто не хотим, чтобы брать на себя, что вот мы спасли русский язык, и только мы одни, и вот мы одни примем закон, и все будет хорошо. Нет. Я хорошо знаю работу парламента. Вот у нас было 4 депутата в парламенте из Гагаузии. 3 были в одной, большинство было в группе большинства. Федор Николаевич Гагауз, партия социалист. Но были свидетелями, что если Гагауз выдвигает какой-то законопроект отдельно, она не проходила. А если мы все 4 Гагауза принимали вместе объединенные, мы уже, как говорится, настаивали к нашим коллегам с нашей фракции, Гагауз своей, объединенно эти вопросы проходили. И в этом вопросе я считаю, что мы сейчас должны работать. В парламенте есть и коммунисты, и социалисты, есть русскоязычные демократы, с партией Лянка тоже есть русскоязычные, либерал-демократ. Да и даже в самих либеральных партиях, поверьте мне, что там не все так просто. Там тоже есть представители, которые не согласны с политикой Гимпу, которые в последнее время, потеряв фактическую поддержку народную, сегодня делает все возможное, скидывая очень много различных заявлений на Конституционный суд, парламент, провокационных таких вещей для того, чтобы где-то вернуть свой электорат. Но это я считаю, что абсолютно неправильно. Так можно развалить страну. А вот решение, которое принято Высшая судебная палата, как вы считаете, на какой срок остановила вот эту проблему? Ну, я уверен, что оно уже, как говорится, депутаты этого созыва наверняка не успеют такой закон принять. Очень важно будет, чтобы это было, важно будет подготовить этот законопроект, отправить, зарегистрировать. Но я думаю, что она все-таки будет уже приниматься и обсуждаться следующим парламентом. Потому что осталось сколько там, 3-4 месяца, законы не так быстро обсуждаются для того, чтобы они принимались. Поэтому очень важно будет, чтобы с Гагаузии были представители Гагаузии, которые пройдут по одномандатным округам. Вот мы четко свою позицию говорим об этом. Даже вот мы разговаривали на собрании, где собрались все общественные объединения, что вот наша команда предлагает, что на парламентских выборах по партийным спискам дать возможность, чтобы наши люди определили сами, кого поддержать. Кто захочет коммунистов, социалистов, демократов, нашу партию, других партий. Но что касается по одномандатной системе, конечно, не дали возможность, чтобы снова политические партии нас переиграли. И забирая наши голоса по партийным спискам,
выставляя дополнительные в одномандатные округа, поддерживая их, и в дальнейшем эти депутаты войдут в их фракцию, и Гагаузия от этого ничего не получит. Мы хотим, чтобы по одномандатным округам шли независимые депутаты с поддержкой без партий, чисто гагаузского народа. И стали депутатом, который в дальнейшем не входит ни одну из фракций. Ну и в парламенте, конечно, тогда рупор Гагаузии будет, все вопросы будут подниматься. А вот даже касаясь вопроса русского языка, эти депутаты, которые смогут в дальнейшем быть объединителями в парламенте. То есть разговаривать с представителями всех депутатов. По отдельности с каждым депутатом. Потому что здесь важна будет такая индивидуальная работа. Индивидуальная работа для того, чтобы представители русскоязычные из каждой партии могли говорить своим руководством, убеждать. Я знаю, в парламенте есть такие моменты, и мы как раз были примерами, что есть вопросы, где фракция голосует так, а некоторые депутаты по-другому. Думают по-другому и голосуют по-другому. Вот, например, как у нас было с Дудником. Вот несколько законопроектов, которые мы не голосовали со своей фракцией. Мы не голосовали за то, чтобы аналитические программы российского телевидения убрать. Мы не голосовали за вывод русских войск в Приднестровье. Мы не голосовали, чтобы была декларация, что Россия является агрессором. Ведь вся фракция голосовала, мы не голосовали. Потому что мы имели конкретно свою позицию. И в этом вопросе я тоже считаю, что мы должны были достучаться до каждого депутата. Конечно, работу должен провести и Народное собрание, и исполком Гагаузии, совместно подготовить проект, отправить, но этот проект должен быть объединенный. По-другому мы просто его испортим. Николай Крамович, а почему вот сегодня встал вопрос вот этого объединения Гагаузии? Чего вот не учли наши представители, наши руководители за все эти 25 с лишним лет, сколько существует автономия? Вот создавали автономию, а сегодня стоит вопрос опять нас всех объединять. Ну, я считаю, что сегодня как раз, что абсолютное большинство политиков, которые поняли одно. Это касается и меня тоже в том числе. И наверняка и Фармузала, и Табуйщика, и Крайтора, и других руководителей Башканов, которые были, других политиков, и Доброва, и Арабаджи, что нету пути другого в Гагаузии. Сегодня нужно действительно признать, что мы были неправы, признать, что вот эта внутренняя борьба отталкивала нас. А ведь возьмите даже времена Первой Гагаузской республики. Гагаузия была едина, не было ни оппозиции, ничего. Били колокола, и все люди выходили на площадь. После этого следующий же выбор на Первый Башканский округ произошел раскол, и этот раскол продолжился по сегодняшний день. Но если периодами были очень сильные руководители Гагаузии, где за счет их авторитета, за счет их характера где-то что-то решалось, то сегодня мы видим, что Гагаузия фактически как театрализованная. В принципе, нет вопроса, что кто-то ставит вопрос, что мы должны идти к тому, что кого-то отправить в отставку. От этого все устали. Все хотят изменения, что-то новое. Улучшение. Вот через год у нас следующие выборы. И все сегодня рассматривают так, что Гагаузия должна стать сильной. А как она может стать сильной? Она может стать сильным с новым лидером, с тем лидером, который сможет объединить всех. Сила не в одном человеке. Какой бы он ни был грамотный, умный, нет. Сила сегодня, если сегодня найдется человек, который сможет объединить всех, и сильная команда прийти к власти, и сможет на равных разговаривать с Кишиневым. Ведь пришло время на равно говорить с Кишиневым, что, уважаемые друзья, мы не против центра, мы не против нашей страны, мы любим Республику Молдову, но Гагаузия это территория, где мы должны быть хозяевами на своей территории. Вот я приведу один пример. Я вам скажу, что, будучи примаром Хамрата, мы подписали договор побратимства с Грозным, Чечня. И вот я много раз выезжал, и я скажу, что я там увидел. Я там увидел одно, что фактически там нету партии. Там есть сильный руководитель Кадыров, который, как говорится, есть хорошие связи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и все вопросы решаются без каких-либо партий, потому что партии только приходят и делят, разрывают по клочкам население. А вот эта взаимосвязь дала возможность, что Чечня после 2 войн, сегодня я вам скажу, что новые школы, садики, дороги, спортивные центры, заводы, предприятия, все сегодня по-другому. А ведь оно могло быть по-другому. Ведь смотрите, когда война шла, Путин, когда пришел, в принципе, даже вначале он тоже участвовал в войне. Но он сделал самое лучшее, что он смог сделать для страны. Это он назначил местного, как говорится, Ахматова Кадырова президентом Чечни. И передал всю власть чеченцам.
Дальше, значит, чеченцы сами выгнали всех арабов, ваххабитов, почистили территорию, и сегодня, естественно, что войны больше нет, они процветают, и они, естественно, что никогда не поднимают вопрос о выходе с республики. То же самое мы сегодня говорим руководству страны. Уважаемые друзья, есть автономия. Все признали, что автономия, Гагаузия была республикой, автономия, принят, значит, закон о своем правовом статусе. Так дайте всю власть Гагаузии. Почему вы отправляете руководителей из Кишинева? Почему вы наши организации из Гагаузии отправляете в Каргул, другие районы? Дайте, пожалуйста, чтобы мы были хозяином своей земли. А я вам скажу, что то, что мы сегодня начали, я думаю, что в центре это никто не поддерживает. Ни одна из партий не поддерживает то, что я сегодня говорю. Потому что мне иногда говорят: Николай Иванович, вы ушли из партии, ушли из парламента, но поддерживайте с кем-то отношения. Я вот сегодня хочу открыто сказать нашему населению. Я дружу со всеми нормальными политиками, депутатами, руководителями, которые признают, что на территории Гагаузии гагаузы являются хозяевами этой земли. Я когда говорю гагаузы, я имею в виду всех жителей. У нас здесь никогда национализма не было. Это и гагаузы, и молдаване, и русские, и белорусы, украинцы, цыгане, евреи, неважно. Но это территория, которая является Гагаузией. Вот мы должны на своей земле стать хозяевами. Став хозяевами, имея народное собрание, имея бюджет Гагаузии, давая возможность, и сегодня вот наша команда выходит с экономической программой «Гагаузский прорыв», и первым, что мы признаем, главный инвестор Гагаузии – это житель Гагаузии. Приезжают иностранцы, пыль сдувает. Наши начинают работать со всех сторон, налоговая, полиция, прокуратура, чине разрывают. Вот мы должны защищать те организации, которые выходят с гагаузским капиталом, да, выходить с дополнительными программами, освобождать их от каких-то налогов, для того, чтобы эти люди развивались. У них наш менталитет, они любят наш народ. Кто бы ни к нам не приехал, но мы же, конечно, понимаем, они приходят зарабатывать, потому что у них в стране зарплата намного выше, им нужен дешевый рабочий труд. Ну а для наших жителей, это наша территория, это наши люди. И они, если будут развивать и вкладывать свои деньги, это уже навсегда. Их главное, чтобы не транжирить бюджет, да, правильно распределять. Но я считаю, что сегодня тот бюджет, который есть, остановлюсь 2,5 бюджет. Это бюджет не от того, что у нас Башкан хороший или плохой. Это бюджет, который несколько лет назад был принят закон о местных публичных финансах, который в том числе и мы, и депутаты прошлого созыва, и депутаты Народного собрания, мы смогли отстоять, потому что со всех районов забирали основные налоги, НДС и акциз. А гагаузская автономия, в уложении Гагаузии говорится о том, что эти налоги должны оставаться у нас. И скажу, что мы тогда подняли большой шум. Была создана комиссия с парламента, она работала несколько месяцев здесь и в Гагаузии. Мы ругались, мы обсуждали. И в один момент уже принято было решение, что в Гагаузии забираются эти два налога и нам дают трансферт. Был принят закон о бюджете страны, и мы уже получили трансферт. Ну а в конце года, когда все-таки парламент принимал закон о местных публичных финансах, все-таки мы достучались, и с этого закона убрали только Гагаузию. С других районов забрали эти налоги, а Гагаузии вывели, и Гагаузии вернулись наши налоги. И с этого года, естественно, по численности населения перерасчет идет трансфертов, оно увеличилось, и налоги наши тоже вернулись, и наш бюджет сразу увеличился порядка на 130-140 миллионов рублей. Это дало возможность увеличения бюджета всех примарей исполкома на 20, 25, 30%. Дальше эти налоги начали расти. Мы получили две программы. Программа САР 5 миллионов евро, это 100 миллионов рублей. Это программа, которая, чтобы эта программа была, 4-5 лет до нашего Башкана, команды, которые были, работали, доводили, чтобы оно пришло. Но как раз в это время оно начало генерироваться. Кому-то повезло. Кому-то повезло, и сильно повезло. Но сегодня мы видим, что приоритеты расходования этих средств, я лично считаю, что очень неправильно. Очень много популизма. Очень много грандиозных больших праздников, где затрачиваются миллионы лей. Поездка в Петербург. Мы все любим Россию. Мы очень любим, когда к нам гости приезжают. Но зачем возить 150 человек в Петербург, затратить 3 миллиона? Ну вот Сергей Чернев, депутат Народного собрания, телевидение сказал, что легче было эти 3 миллиона дать всем нашим жителям, которые в Петербурге, по 1000 евро, и они приехали бы домой своим родителям. Было бы больше пользы, увидели бы своих родителей, чем мы просто потратили деньги на дорогу. Прошел красивый праздник Хидерлес. Я не был там, я смотрел по телевидению, мне понравилось. Но когда мы начали слышать действительно, сколько она стоила, потому что исполком не дает отчет, сколько потратили. Сегодня в народе говорят, кто-то говорит миллион, кто-то говорит 2.
Но вот не должны быть на празднике расходы таких огромных средств. Праздники надо проводить. Но больше вот те деньги, которые есть, конечно, их нужно взять в экономику. Для того, чтобы наша экономика заработала, и через год, два, три еще больше увеличился бюджет. Поэтому я считаю, что с тем бюджетом, который сегодня есть, можно работать, при да? сильной команде, объединительной команде, с сильным лидером, который сможет говорить с руководством страны, как говорится, не ждать в коридоре, а заходить в кабинете и где-то говорить и жестко, и ультимативно, то тогда действительно Гагаузия сможет дальше продвигаться. У нас четкая позиция сегодня. Мы не против каких-то партий. Мы не вмешиваемся в те вещи, которые вот партии между собой грызутся. Потому что я понял одно, что они ругаются только когда приходят на выборы. После этого они не ругаются между собой. У нас четкая позиция объединения Гагаузии и дальше решать наши полномочия, решать наши вопросы, вернуть полномочия. Что некоторые говорят, больше никогда мы не вернем полномочия. Но если мы не вернем налоговую службу... Если ничего не будем делать... Если мы не вернем налоговую службу, как мы будем внедрять инвестиционную программу? Конечно, будущее руководство Гагаузии не должна смириться с этим. Потому что я вижу, что наше руководство уже смирилось с одним, вторым, третьим, десятым. Вот недавно разговаривал с стройинспекцией, сейчас другие службы. У них тоже проблема. Вопрос идет, сейчас тоже там идут реформы, и возможно служба будет или в Камрате, или в Кагуле. А если она будет в Кагуле, как наши жители построил один гараж, один сарай, иди документы в Кагулу утверждай? Конечно нет. А я бы скажу, что эти проблемы не только у нас, эти проблемы и в Кагуле. Тоже такие же вопросы поднимают тот же Кагул, тот же Лева, тот же Чубишле, который нас объединяет, что если даже центр получается в Камрате, это центр, который больше не подчиняется Гагаузии. Вот наша налоговая служба, она сегодня в Камрате обслуживает 9 районов, но она больше не подчиняется Гагаузии. У нас была своя налоговая служба, который начальник налоговой службы был членом исполкома Гагаузии. Вот эту службу забрали, это нужно было законодательно сначала принять закон, чтобы вывести его с исполкома, если вы забирали. Поэтому я считаю, что здесь мы должны доработать. Ну а если мы не будем поднимать эти вопросы, мы никогда ничего не доработаем. Поэтому я скажу, что новая Гагаузия сегодня, все те вопросы, которые поднимает, конечно, она сегодня многим нравится. Очень многим в Кишиневе не понравилось, что мы поехали к Конституционному суду диктовать свои условия. Другое что-то не нравится. Но мы на это смотрим, я считаю, что... Главный вопрос решился. Да, а мы считаем, что вот как раз вот эти моменты смогут объединить Гагаузию. В Гагаузии появляется вера, потихонечку растет вера, что мы что-то можем сделать. Что первоначально я скажу, что месяц-полтора назад, когда я ушел с парламента, и мы начали встречаться с людьми, вот такой диалог, встречаемся, говорим, а я встречаюсь сейчас с очень многими людьми. Сидим, говорим, Николай, а зачем тебе это надо? Иди в бизнес, ты грамотный парень, ты сможешь себе устроить жизнь и все остальное. Да уже ничего не будет. Потеряли то, потеряли это, и то потеряем. Да уже все, пускай уже идет как идет. Вера потерялась народа, что Гагаузия может быть сильным регионом. А я вам скажу, что мы будем бороться до последнего. Я вот в принципе учился в интернате, потом очень долгое время тренировался, и всегда помню, как мои учителя и тренера говорили. Что нужно работать, работать и работать, не ждать успеха. Успех придет. Но если ты сегодня начал работать, только спотел и думаешь, что все, завтра ты победил, такое не бывает. У кого-то получается быстрее, у кого-то чуть по-другому, у кого-то просто везучий. Но нужно работать. Я считаю, что наша команда сегодня действительно проводит огромную работу. И самое главное, что новая Гагаузия стала большой гагаузской семьей. Вот к нам в офис, я вам честно скажу, что я помню, когда я работал в Приморье, у меня было полно людей. У меня все время забита была приемная, я не мог выйти на обед, потому что люди все время шли, что-то мы решали, что-то мы не решали, что-то откладывали, но люди шли с вопросами. Сейчас то же самое, я скажу, у меня то же самое в офисе сегодня. Я опоздал к вам на передачу, прошу прощения, я не мог выйти из кабинета, потому что люди идут. И я вам скажу, что чаще люди приходят со своей болью, чтобы их выслушали. Что действительно есть много вопросов. Конечно, мы стараемся помогать во всем. И вот здорово, и спасибо, я говорю, что меценатам, предпринимателям, которые вошли в нашу команду, мы смогли создать благотворительный фонд, и через этот фонд помогаем людям. Мы связываемся, конечно, и с нашим депутатом Народного собрания, который имеет тоже свой резервный фонд, и с депутатами парламента. Поэтому стараемся совместно работать и помогать людям. И вера у людей начинает появляться. Вот я вчера был сначала в Котовском, потом был в Кангазе. Я скажу, месяц назад моей встречи в Кангазе и вчера я скажу, что это абсолютно что-то другое. Что если вначале как-то говорили, все говорят, и ничего не будет,
то вчера я видел совсем другое. Огонек в глазах, что действительно мы открыли офисы в Кандаде, люди начали собираться, у них появились идеи, у них появились предложения. А вот этими идеями и предложениями, конечно, мы пойдем дальше, объединяясь. Поэтому самое главное в Гагаузии не терять надежды, верить. И я уверен, что Гагаузию можно за короткое время, не зря мы назвали экономический проект «Гагаузский прорыв», за короткое время, чтобы Гагаузия пошла очень сильно вперед. Мы имеем народное собрание, мы имеем бюджет. Правильно сегодня нужно выбрать приоритет. Ну а самое главное, в исполкоме Гагаузии, в руководстве Гагаузии должны работать патриоты. Те люди, которые любят Гагаузию. Те люди, которые отлично должны знать, что вот эти 4 года, которые они работают, они будут вспоминать всю жизнь. Их дети, наши жители, тоже давать будем им оценку, и они должны знать, что они находятся эти 4 года у всех на глазу, на службе, но это останется в памяти. Ну, когда приезжает у нас целая группа с Кишинева, как вы думаете, их сильно интересует Гагаузия? Да они сегодня они гастробайтеры, они поработали. Я не скажу, что они что-то плохое делают, но эти люди не с душой, не открыты. Зарплату. Да, поэтому я считаю, что мы должны вырастить новое поколение людей, которые должны, придя к власти, стремиться после себя что-то оставить реальное. Чтобы они должны знать, что а как потом будет, я через 4 года выйду, пройдусь по Камрату, по Чедруге, по Вулканешну, буду смотреть в глаза людям, а скажут, а вот это вы украли, вот это вы не так сделали, вот это неправильно потратили. Мое мнение вообще такое, что руководителями региона должны быть те люди, которые живут в регионе. Ну невозможно, что мы выбирали все время, а у нас пошла традиция. По закону должно да, быть. что, да, у нас закон должен быть, что если человек не живет в Гагаузии, как он может, живя в Кишиневе или в другом месте, руководить Гагаузией и любить Гагаузию? Я лично считаю, а у нас такое уже многое было, а я лично считаю, что после того, когда руководитель закончил свою работу, еще хотя бы 4 года, чтобы он жил на этой территории, чтобы все люди его видели, и он знал, что он будет встречаться с людьми. Уверяю, тогда у этого человека каждый день будет рабочий вопрос. Не будет время для поездок во Францию, Канарские острова, отдыхи и тому подобное. Тогда он будет знать, что ему дадут оценку. Николай Гранович, еще вот одна общественная организация, которая по вашей инициативе будет создана, это Народный контроль. Какова необходимость в ней? Ну вот мы, Костя, даже касались некоторых моментов. Я вам скажу, что народный контроль, если мы говорим об объединении Гагаузии, и об этом, как говорят все, и вначале как по-разному, сейчас вроде бы как бы, все понимают, что это правильно, то народный контроль сегодня у всех на языке. Вот мы предложили национальный проект, то же самое мы его предложили совместно всем открыть, не только в Новой Гагаузии. Идея была наша. Народный контроль, который может в дальнейшем быть информационной организацией, которая будет работать со СМИ. Вот мы с вами тоже говорили, чтобы эта организация могла работать и с АТВ, и с другими телевидением, радио. Естественно, что иметь свой... То есть через СМИ, чтобы доводить сведения... Информацию, сейчас коснусь. Естественно, что иметь свою страничку на Фейсбуке, Одноклассника, иметь свой сайт, это организация чисто информационная. Вот организация, которая, она же не может кого-то наказывать. Для этого у нас фискальные есть органы, полиция, прокуратура, ЧНЯ, другие организации. А эта организация должна давать информацию. Вот эта организация, которая конкретно займется для того, чтобы все жители Гагаузии знали. Вот бюджет Гагаузии у нас 740 миллионов. Сегодня уже говорят, что до конца года будет 800 миллионов. Вот давайте мы распишем, а куда эти 800 миллионов мы потратим. И правильно ли они потрачены? И люди поймут это правильно. А если это организация, которая будет публиковать все расходы, я думаю, что это работа и для фискальных органов. Вот, например, сегодня говорится, что чай, кофе в исполкоме Гагаузии 230 тысяч лей. Можно... Это в месяц или в год? Можно в год, 230 тысяч лей, можно столько кофе выпить. Может, это не так, мы же не можем доказать. Но вот поэтому это организация, которая будет давать запросы. Вот организации праздника Хидерлейс то же самое, говорят, что порядка уже 1,2 миллиона. Но никто точности не знает, потому что исполком не хочет отчитываться. Проблема, я скажу, что наших чиновников, руководителей, что это было и до нынешнего, в том, что они не хотят прозрачно показывать свои расходы. А почему так происходит? Ведь перед выборами они говорят обратное. В этом году, когда было собрание по открытию, первое собрание общего стола по открытию программы «Национальный народный контроль», председатель Народного собрания сказал, что да, это реально открытая организация. Почему?
У нас в этом году был принят закон о прозрачности. Да, есть. Есть закон о прозрачности. Этот закон, который позволяет общественной организации отправлять запросы и получать ответы. Если организация отправляет запросы и не получает ответы, закон у нас есть, значит прокуратура будет принимать санкции, которые согласно законодательству. Поэтому эта организация становится действительно возможным. А если возможно, вот она будет все показывать. А почему у нас, в принципе, отвечая на наш вопрос, так получается? Я скажу, что это беда многих руководителей. Я вам скажу, давайте возьмем наши вот времена Крайтора. Я лично считаю, что это был один из самых грамотных, молодых руководителей в то время. А проблемы начались строительство, если помните, возле исполкома туалета. Да? Да, помню. Если сегодня сказать 200-300 тысяч лей, сегодня даже никто даже не обратит внимания на эту сумму. А тогда проблема из-за 300 тысяч лей развернулась, в конечном итоге у нас целый госпереворот был, человека сняли с работы. Да, потому что не было прозрачности, нужно было показать эти цифры сразу. В дальнейшем вот Формузал. Я вам скажу, что те вещи, которые сделал Формузал, конечно, двояко оно рассматривается, но если взять с одной стороны 5000 тонн соляр, 5000 тонн зерна, это огромная помощь, которую принес Гагаузии, Башкан Гагаузии, Формузал. Это все видели. Но вот момент, что по прозрачности при расходовании оно перешло на скандалы, и вместо положительного по концу получил отрицательный. Поэтому мы сегодня предлагаем, народный контроль не против Башканов Гагаузии, не против примаров, не против депутатов Народного собрания. Народный контроль, чтобы все знали, если человек идет к власти, он не думал о тебе, что он идет зарабатывать. Если он хочет зарабатывать, иди в бизнес. А если ты идешь во власть, знай, что все расходы, которые будут, это будет публиковаться. Твоя зарплата, сколько денег ты тратишь на бензин. Вот у нас, например, едут там 6-7 человек каждый из Кишинева на работу в Камрак во главе с Башканом Гагаузии. За чей счет? Ну вот нам нужно узнать, за чей счет. Вот много разговоров, например, где живет Башкан Гагаузии. Ведь Башкан даже была передача, что живет у своих родителей. Хотя сегодня 100% жителей Гагаузии знают, что Башкан живет в Кишиневе. И каждый день едет с Кишинева обратно. Но нужно документально. Вот нужно обратиться, получить ответ. А если этот ответ будет отрицательный, это можно подавать дальше в следующие инстанции для того, чтобы доказать. Но вопрос не только о Башкане, мы что-то акцентировали внимание. Вопрос сегодня идет полностью о всех чиновниках, которые работают на территории Гагаузии. Да, это не обязательно, это дополнительные гранты, субсидии. Все полностью, все, что Гагаузия получает. Для того, чтобы вытащить это, чтобы все видели. Уверяю вас, наверняка 50% тех людей, которые рвутся к власти, они даже не пойдут. Откажутся. Потому что показывая все затраты, ясное дело, что если есть затраты, все опубликовано, и полиция, и прокуратура, и другие организации, видя такие цифры, они начнут проверять. Потому что раз в 2 года, раз в 3 года разные службы проверяют по-разному. Но видя, что сегодня есть такое нарушение, нужно будет вмешаться сразу. Поэтому для наших чиновников это сегодня катастрофа. Почему и этот проект начали так сильно бить сегодня исполнительные органы? Им она не нравится. Зачем это? Не надо. Зачем? У нас есть проверяющие органы. Кто-то хочет заменить проверяющие органы? Да нет, конечно. Никто не хочет никого заменять. Народный контроль, информационный портал, информационная организация, совместно с СМИ должна показать прозрачность. Покажем прозрачность, я скажу, что сэкономим сотни миллионов лей. Потому что если все будут знать, что это будет опубликовано, у нас, например, многие тендера проводятся, ремонт дорог, строительство, ремонт садиков, школ. И эти тендера, которые вот я полгода назад смотрел отчетная палата, смотрел Народное собрание, депутаты как выступали, что начинается с одной суммы, а в конце прибавляют 30%. Но ведь в начале же все организации не знают, что в конце прибавят. Что это за тендер, который один знает, что ему добавят в конце, а другие не знают. Конечно, выигрывают те предприятия, которые договорные. Но, а если мы начнем показывать эту информацию, я уверен, что тендер уже будет намного меньше стоить. Естественно, что будет экономиться деньги. А экономиться будут деньги, это значит, что будут внедряться следующие проекты. Я скажу, что вот многие до конца наверняка не понимают, а я уверяю вас, что вот народный контроль, она получит самую большую популярность у нас в регионе. Потому что она будет показывать правду. А правда всегда сильнее лжи. Николай Карамович, вот на прошлой неделе Высшей судебной палаты был аннулирован закон о фиксированном налоге, принятый в Гагаузии еще в 2001 году. Скажите, вот
17 лет предприниматели в Гагаузии работали согласно этого закона. Вот что их ждет дальше? Как вы считаете? Я считаю, что вот здесь тоже должно быть, уже должно было быть волевое решение. Здесь должно было быть волевое решение руководителя региона. Не ждать, ведь в принципе знали, что оно находится в суде и рассматривается, и все видели, идет к тому, что действительно отменять. Конечно, здесь должно было быть волевое решение, моментально собрать депутатов Народного собрания, принять решение, обратиться в правительство, и в правительстве тоже выступать и доказывать, что, господа, у нас есть Гагаузия, у нас есть автономия. Вот на территории автономии, имея свое народное собрание, законодательный орган, вот взять практику, посмотреть, сочтя доходы, которые собираются с предприятий, заработая по этому закону. Оно устраивает или не устраивает? Так больше или меньше? Вот я вчера говорил с экономистами, говорят, мы больше потеряем, если мы перейдем, как говорится, к кассовым аппаратам и все остальное, но мы от этого оттолкнемся, и сегодня еще часть населения, которая закроется, просто уедут. Потому что я вот был на рынке, я был вот многих маленьких предприятий. Я скажу, люди возмущены, страшно возмущены. А это тысячи людей, Конечно, мы сегодня собирались с депутатами Народного собрания, и мы приняли решение, вот Новая Гагаузия выступила с инициативой, чтобы наши ведущие экономисты, это Тарновский, Чебанов Виталий Иванович, подготовили законопроект, которым выступили в Народном собрании. Я вот слышал вчера, что и примары обсуждали, потому что эта проблема очень большая для всех примарей, для того, чтобы в ближайшие же дни, по-моему, сессия будет 29-го, для того, чтобы это нужно говорить, это не нужно ждать. Потому что если он вступил в силу, значит все эти предприятия, если не подчиняться этому закону, получат действительно штрафы. Поэтому очень важно, чтобы мы сразу заступились за наших людей. А ведь люди говорят открыто, а для чего мы выбираем власть, если когда нам трудно, все говорят, что вот это приняли Кишиневе, это приняли суды, это правительство и подобное. Поэтому я и вначале говорил, что в Гагаузии нужна сильная власть, которая сможет не стесняться, не бояться защищать Гагаузию. Конечно, может, этого человека любить не будет. Конечно, у этого человека возникнет миллион вопросов. Но при поддержке гагаузского народа, этот человек, который, имея поддержку, сможет решить все для своего народа. Николай Карамович, я знаю, что вы очень много помогаете людям, простым людям, да, и везете их в монастыри. Это что, ваша инициатива или инициатива людей? Знаете, это инициатива, я мог сказать моя, но инициатива это людей. Конечно, это очень хорошая инициатива. И мы вот выезжаем, уже несколько раз выезжали в монастыри, и выезжали довольно большой группой. Вот с прошлой субботы мы выехали в монастырь Сахарна, была группа 100 человек. И заранее, естественно, что мы договариваемся, я звонил митрополиту Владимиру, Высокопреосвященству, и скажу, что действительно нас там принимали, нас там и мы трапезничали, сделали очень хорошую экскурсию, мы были на службе, и когда мы возвращались уже назад, я видел наших людей, глаза наши, все были очень довольны, все были, действительно, все смогли помолиться. Но благое дело. Благое, очень благое дело. Я считаю, что вот эти благие дела, и Бог это тоже видит. Много людей Бог нам поможет. ездят. Вот сейчас, завтра у нас есть следующая поездка, поедут 120 человек, и вот мы стараемся максимально. Нет, сейчас поедут в Хынку, мы стараемся, чтобы разные монастыри, а люди и сами хотят, чтобы они побывали в 4-5 монастырях. Поэтому, как говорится, мы стараемся, чтобы действительно в каждой поездке не одни и те же люди не ехали, потому что есть очень много желающих. Конечно, есть и люди, которые едут и везде, потому что люди хотят побыть в 4-5 монастырях, помолиться, и для того, чтобы действительно у нас стало намного лучше. Ведь, я скажу, чем больше людей богобоязненность, чем больше мы молимся, мы едем по святым местам, я считаю, что Бог тоже это видит. Мы Гагаузию действительно очень любим и очень хотим, чтобы она развивалась. Мы хотим объединять людей, мы хотим сделать народный контроль, экономические проекты для того, чтобы Гагаузия действительно собралась, едино дальше пошла. Но без поддержки Всевышнего ничего не получится. Поэтому вот эти поездки, пускай шаг за шагом, люди начинают верить, они начинают верить в будущее, они начинают верить, что действительно идут изменения, что действительно Гагаузия объединяется, действительно Гагаузия начинает думать чуть по-другому. Но вот эти вещи, все вместе связанное, оно приведет нас к успеху. Потому что если взять по отдельности, конечно, казалось бы, едут в монастыри, пускай едут. Предлагают проект «Народный контроль», пускай это будет какой-то проект. Объединение это отдельно, экономический проект это отдельно. Наши отношения, защита, например, наших полномочий отдельно. Если все это отдельность, это ничего. Но наша организация, все планомерно, все, как говорится, организовано, планируемо,
всеми этими вещами мы занимаемся для того, чтобы итог, я уверяю вас, итог будет один. Народ будет един, у которого появится вера в Гагаузии, но в команде есть очень много грамотных людей. Вот мы очень сильно сейчас в последнее время начали работать с молодежью. Вот мы создали при университете нашу группу. У нас в этой группе уже более 20 человек, которые получают стипендии, и мы стараемся их и возить и в парламент, чтобы люди работают, и другие предприятия. В этой группе есть 5 спортсменов, которые защищают честь Республики Молдова, не только Гагаузии, на чемпионатах мира Европы. Мы вот сейчас получили новые заявления. Вот, например, у нас там спортсмены в основном борцы, а сейчас вот тяжелоатлеты подали заявления, другие. И вот мы с сентября месяца, я уже обращался к нашим меценатам, предпринимателям, которые поддерживают нашу команду, для того, чтобы увеличить, чтобы у нас было стипендиатов в сентябре хотя бы 50 человек. Увеличить количество наших студентов, с которыми мы будем работать, чтобы мы их собирали, мы проводили с ними экскурсии, мы проводили довольно-таки хорошие семинары, чтобы для того, чтобы они знали очень много о своей будущей профессии. Это даст возможность, что эти ребята, закончив значит, свои вузы, не уедут. Очень много детей, с которыми мы встречаемся, которые уже в 3-4 курсе, но они говорят, а я по профессии работать не буду. А поступил, чтобы иметь высшее образование. Мы очень хотим, чтобы дети поступали именно на те факультеты, которые в дальнейшем им пригодятся, они там будут работать. Потому что вы помните, у нас целое, наверняка, юристов и экономистов, наверняка тысячами. Столько юристов, как в ВУЗе, уже как бы не нужно. И эти ребята, заканчивая, дальше не могут себе найти работу. Поэтому мы работаем с ними для того, чтобы действительно их правильно сориентировать, выбрать ту профессию, которая даст возможность в дальнейшем правильно работать, заработать, прокормить свою семью, подняться на какую-то ступень. Но эти ребята, которые должны мы вырастить новое поколение, с которым пойдем дальше в жизнь. У нас замечательные ребята, которые работают за границей. Я считаю, что самые лучшие уехали. Конечно, мы их хотим вернуть назад. И много чего делаем. Да, много чего делаем, чтобы вернуть назад. И вот открытые и свободные экономические зоны. Но мы отлично понимаем, что пока не будет хотя бы минимально 10 тысяч лей зарплата, те ребята, которые работают за границей, они не приедут. Но вот, как вы говорите, вот новое поколение поднимается, хотя бы их удержать, их подготовить. Поэтому будущее Гагаузии, я вам честно скажу, во всяком случае, я лично сделаю для этого все, для того, чтобы у нас не было гастарбайтеров, неважно, с Кишинева, других городов Гагаузии. Мы ни в коем случае не националисты. У нас в Гагаузии всегда жили дружно. И гагаузы, и болгары, и молдаване жили и живут, да. Но люди, которые у нас работают во власти, должны жить в Гагаузии. Даже если человек приехал к нам, сними квартиру, купи квартиру. Или же Гагаузия нанимает квартиру, но все должны работать здесь. Вот моя цель везде сделать, добиться до того, чтобы наши ребята действительно заканчивали высшее учебное образование во всех сферах, чтобы мы их проталкивали во все службы, чтобы не было так, что к нам отправляют специалистов с других мест, потому что у нас своих нет. Вот поэтому мы начинаем вот сейчас плодотворно готовить специалистов везде. Нам нужны судьи, нужно готовить судей. Нам нужны прокуроры, нужно готовить прокуроров. Нам нужна полиция, значит, полицейскую школу. Нам нужны, значит, аграрии, потому что мы аграрная зона. Давайте все специализации начнем работать. Нам сейчас, я с многими разговариваю, нам нужно увеличение специальностей в ПТУ. Потому что все нужно и водители, электромонтажный, электросварщик, электрик, тракторист. У нас сегодня все хотят высшее образование, закончив высшее образование, они возвращаются на эту работу, тем же трактористам, тем же электросварщиками, но уже потеряв несколько лет. Потому естественно, что мы должны сегодня все обучить и подготовить новое население разностороннее, чтобы они выбрали специализацию. Чтобы не было только одной специализации есть, а других нет. Начинаем искать специалиста, а у нас специалиста нет. Надо быстренько находить специалиста из Кишинева. Вот тебе и все, тема закрыта. Но очень скажу, что правильное направление, даже пускай даже кто-то может меня осудить, что я так скажу сегодня, мы должны начинать учить государственный язык. Гагаузы, к сожалению, не знают государственный язык. Молдавский, а не румынский. Но мы должны изучать, потому что мы видим, что сегодня во всех государственных структурах без государственного языка невозможно быть руководителем. Да. Потому что документация уже идет на молдавском языке, поэтому наши дети должны учиться. Мы не должны стесняться этого, мы должны научиться и руководить в этих службах. Не ждать, что гагаузы не знают язык, они будут работать просто разнорабочими, а руководители мы дадим, чтобы они командовали. Вот даже Фуджикура, я вам скажу, что открылось предприятие Фуджикура. Мы очень надеялись, что эта компания откроется, и в руководстве будут представители Гагаузии. Так получилось, вот мне было пару встреч и говорили, что руководителем компания привлекла своих менеджеров с Румынии. Румыны руководят, а гагаузы работают. Неправильно это. Совсем неправильно.
тем более те вещи, которые связаны между гагаузами и румынами в 30-х годах. Воспринимается, вот я по населенному пункту воспринимается чересчур плохо. Поэтому зачем компания, которая приехала к нам и дальше начинает строить, как говорится, свою фабрику, нужно исходить из того, что у нас есть большой потенциал, давайте мы находить своих. И я скажу, что если давать заявление, вернутся и наши ребята, которые за границей. А там я скажу, что ребята очень высокопрофессиональные уже гагаузы. Николай Григорьевич, я, наверное, не успею вам все свои вопросы сегодня задавать, потому что, к сожалению, передача подходит к концу, но давайте подытожим уже нашу беседу. Вот как вы считаете, все-таки, я больше чем уверена, что вы скажете, что вы уверены в этом, но все равно, удастся ли объединить людей вот с различными взглядами для защиты полномочий автономии? Знаете, я скажу, будет очень тяжело. Оно и тяжело идет, но идет. И мне очень нравится, что маленькими шагами мы идем. Ведь первый же день, когда мы собрались и предложили вот этот проект «Три звезды», прошлое, настоящее, будущее, объединение Гагаузии, он мог провалиться первый же день. Потому что, например, наши более радикальные политики Аркалык, Милицанджисы выступили четко с позиции: никому больше не доверяем, бойкот парламентских выборов, никакие партии нам не нужны, все нас обманывают. Как дальше говорить? Я вам скажу, все-таки вот здравые мысли преобладали, и все-таки все согласились над тем, что давайте мы наши предложения, идеи отодвинем, что мы все-таки создадим организацию. Все до единого проголосовали, что создадим. Вот сейчас это время, которое мы взяли паузу, и мы общаемся со всем населением. Я уверен, что в августе, когда все вернутся снова к круглому столу, уже придут вооруженными, с поддержкой, с мыслями нашего населения, что невозможно объединять политиков без народа. Вот один из руководителей, я не помню фамилия, представитель Чедернонги, вот на собрании сказал, что мы поддержим все, что поддержит гагаузский народ. Я скажу, что вот это становится для нас лозунгом. Цитата. Да, цитата, что мы поддержим то, что поддержит сегодня наш народ. И вот эти встречи, которые сегодня идут, вот мы собираем полную информацию, и я считаю, что, может быть, даже когда мы будем собираться третий раз, может, даже мы пригласим большую общественность или сделаем в большом зале это собрание вместе с поддержкой народа, тогда оно будет реальным. Поэтому я верю, что это получится, но будет тяжело, поэтому всем нужно настроиться на компромиссы, всем нужно настроиться чуть-чуть, придерживать себя, потому что если кто-то начнет где-то подтягивать под себя, или где-то злиться, или это оскорблять кого-то, конечно, мы снова разойдемся. Но то, что мы уже собрались вместе, это уже маленькая победа есть. Поэтому я верю в Гагаузию и скажу, что я верю в Гагаузию. Ну что ж, спасибо вам за интересную дискуссию. Уважаемые телезрители, время нашей передачи подошло к концу. Говорили мы сегодня с лидером общественной организации «Новая Гагаузия» Николаем Дудогло о проблемах в автономии и пути их решений. Думаю, что альтернатива решения всегда есть. Главное объединиться ради развития Гагаузии. Вы смотрели передачу «Дискуссия». До встречи в эфире.